Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас в работе вот такой ног где-то года, наверное, 16-17 примерно. В общем, батарейка вот такая вот у него, вся в пыли, вот. Пыли просто дофига. Контакты все окисленные, все в окислах. Надо подсвечить, смотреть. Кулер тоже весь забитый. Да. Жестоко. Все забито, весь салон забит. Ну, сейчас Андрюха все прочистит, все продует от пыли. Здесь тоже салон весь был весь в пыли. Вот пылесос достали. С помощью пылесоса все здесь пропылесосим сегодня. Место установочное под батарейку подготовим. Обслужим батарейку. Также у нас сегодня будет замена помпы. Крыльчатку будем здесь менять, на другую ставить. Потому что, ну, это уже явно с выработкой. Мы будем новую ставить. И хозяин сам купил термостат. Термостат новый тоже поставим. Ну, решил просто, говорит, перестрахуюсь, поставлю другой термостат. Ну, в принципе, термостатом вообще редко что бывает. Но он у нас таксист, по трассе ездит, поэтому как бы надо ему, чтобы у него система охлаждения работала четко. Также здесь стоит ГБО. Вот. Будем ЕГР откручивать, чистить ЕГР будем. Ну, как вот такая вот машина в работе у нас сегодня на обслуживании. Также у нас вторая тачка заехала. Это у нас машина на обслуживание приехала. Выжимного механизма. Вот. У нее бежит сальник. Сальник коренного. Именно с коробки, скорее всего. Вот, что-то там сопливит. Ну и в принципе заодно мы обслужим подшипник, чтобы он на него не ушел. Пробег подходящий для этого. Как-то так. А это я вот привозил ЕГР, очистил. Все чистенькие. Коллектора чистенькие тоже. Все свежее. Холодильники как новые. Будем устанавливать на воксика все это дело. Как-то так. Фриз уже слили тоже почти. Вот. Обратно его и зальем. Тара чистая будет. Чтоб антифриз человек не покупал 2 раза. Ну и все, в принципе. Потом помпу будем менять. Помпа у нас, крыльчатка есть. Вот новый ротор поставим. Термостат он сам купил. Термостат тоже поставим новый. Вот такой вот. Ротор вот такой. Будем ставить. Ну и все, в принципе. На этом работы будут закончены. Батарейку обслужили. Батарейки очень много было окислов. Пыли было много тоже. Вот. Андрюха все пропылесосил, салончик, все собрал, все ну, красиво, все красиво. Подшипник вроде не гудит, нормально работает, но вот масло, вот оно видно его, да? Вот он. Да, вот оно масло Красное. Ну, как красное же. Угу. Да. Ну и как бы это само выключаем, смотрим. Вот бежала, получается бежит у нас коренного первичного вала коробки. Да. Ну а так хорошая сцепа, довольно-таки четенько крутится. Ага. Надо только будет ее обслужить немножко. Ну и все. Ну. Ну, может, еще тише сделать. Но Может быть. ну, главное, что она смажется. Уже чтобы срок службы ее Но продлится. продлится. Это вообще хорошо. Да, нормально. Вон одним пальчиком. Вот так она и должна крутиться. По идее. Вот пальцем чик ее и все. Не, она со смазкой. Подшипник клинотутый, да? Клинанутый. Вот так. Не крутится, да? Смотри, не крутится. Ну да. Подшипник надо изымать, смазывать.
Вообще бы по-хорошему посмотреть его, да? Че он, блядь, не крутится? Ну, скорее всего, прилип. Смазки нету. Чем бы его крутануть? Ну, оттуда надо... Пальцем не могу я крутануть. Ты эту сними просто байду. Какую? Ну, этот зеленую вот эту вот защиту. А, Посмотри, смазка в Хомяк. каком состоянии. Просто его надо брызнуть. пыльник. ВДшкой брызнуть, промыть и забить смазки. Будет нормас. Вот, родной подшипник стоит. Еще вот родной 22 3005 P8 0360. Вот такой вот. Ну, нормально ходит, в принципе. Сцепление. Нормально еще. Диски хорошие. Ну, Диски хорошие. ну так ага. Да, нормально. Сцепа хорошая прям. А, Скроет, посмотрим сейчас. Ну, хозяину отправим состояние смазки выжимного. сухая. Сухой уже, ага. Вот такой вот. Ну, не совсем еще, но уже начал гудрониться жестко. В принципе. Ну, значит, как Короче, вовремя, ну, нормально. Вот так его и надо обслуживать, по идее. Пока он совсем ничего ему не было. здесь, конечно, уже грязь какая-то. Вон грязи много, а вот грязь. Да. А так, вон уже начал ферродот туда попадать. Угу. Короче, грязи много попало уже. Вот грязь. А Вот так, это вообще какой-то. прям в хорошем состоянии, прям вообще. Все четенько. Как ну, подшипник. Ну, перемазан сейчас новый. Еще подшипник. Четенько. Ну, ходят эти подшипники, вот такой срок. Это и немалый срок, 170 тысяч. На заводской, ни хрена себе. Ну, его не обслуживают, видно. На, на. Залазит. Да, вот, хуёво. С Андрюхой разобрали клапан, вот такой грязный. Ну, в принципе, он еще не не закоксованный сильно. Да, вот здесь нагар Ну, просто. нагар есть уже, ага. Ну, очистили до этого. Что еще у нас там? Ну, в принципе, все. Сейчас клапанок освежим, почистим. Дросельку почистили уже тоже. Будем ставить. Так, Toyota Nog. Какие у нее проблемы бывают? Продолжим нашу рубрику. Так. В общем-то, в принципе, автомобиль, как и все Toyota, гибридные, одинаковые практически. На нем стоит тот же самый двигатель, что и на Prius, что и на... Ну, в общем, 2ZR FXE здесь стоит. Как и на Воксике.
такой же двигатель стоит. Вот. У этого автомобиля, в принципе, беда та же самая. Он у нас коксуется. Бывает очень часто. Также у них помпа электронная стоит. Вот так, водяная помпа, вот она. Она тоже очень часто выходит из строя. А конкретно это фирма-производитель Asin. Это японская фирма по производству вот этих вот помп. Там внутри есть картридж Water Pump. Вот он. Сейчас покажу его, как он выглядит. Мы его тут сейчас будем менять. Ну, человек не стал ждать, когда он выйдет из строя, в принципе. Может, он там еще живой, ошибку не выдавал, но основная егошняя проблема в том, что вот этот пластик трескается. Вот. И его надо иногда периодически менять. По пробегам, ну, тысяч, я думаю, 30-50 он ходит. Китайский не знаю, сколько ходит. Оригинальный очень долго ходит. Под 100 тысяч ходит почти, что бывает. Вот. А потом с ним происходит примерно вот такая история. Вот это вот оригинальные. Видите, у него даже пластик белый. Вот это вот такой вот пластик трескается, и она начинает выдавать ошибку. Ошибка я забыл, как называется. P13, что-то там, короче. В общем, выдает там конкретно, что типа у вас не работает помпа или там плохая производительность помпы. Вот, ну и в принципе, сейчас мы ее поменяем, не будем ждать, когда выйдет из строя. Термостат мы уже заменили. Термостат выглядит вот так. На Нохи. Такой вот термостат. Меняется очень геморройно, я вам скажу. Два болта откручиваются вроде ничего, а третий вообще там можно час его крутить. Вот. Сейчас мы вот помпу открутим. Тут тоже ее добраться не так просто. То есть надо снимать колесо. Только так можно подвесить. Дроссельную заслонку мы уже почистили. Стоит тут газовое оборудование у него, в принципе. Сейчас ЕГР почистим, поставим и все на этом. Ну, в общем, продолжим дальше. Какая проблема бывает с этими автомобилями? Так, здесь надо обслуживать периодически батарею. Батарея у него размещена под сиденьями, вот так вот, под двумя, сидушки снимаются, все это дело оттуда вытаскивается. Вот эти вот воздуховоды надо часто чистить очень. Бывает пыль, если задний ряд грязный, все летит в батарейку, из-за этого батарея у нас приходит в негодность. Также дроссель очень часто засоряется, раз в 10 тысяч надо снимать дроссель, чистить на этом автомобиле. Вот такое вот техническое обслуживание. Ну а так, для Якутии надо, чтобы были залиты нормальные всегда жидкостя. Особенно в блоке инвертора должен залит быть минус 50, минус 60 антифриз. Ну минус 50. У кого крайний север, там где 55 морозы, там лучше посерьезнее залить. Либо галимый концентрат можно залить, и будет все нормально работать, бегать. Вот. Масло здесь надо тоже каждые 5000 менять, желательно хорошего производителя масло заливать, проверенное. Ну, в принципе, вот газ человек поставил, в принципе, нормально. Тоже вот у нас ребята таксуют, вот так вот, багажники такие ставят и таксуют, ездят. То есть эта машина рабочая лошадка, которая приносит конкретно деньги. Вот. Она зарабатывает своему хозяину приличные деньги, и поэтому она требует иногда к себе нормального технического обслуживания. А так, по сути, гибридные автомобили очень хорошо экономят денежку. По Воксику у него очень хороший интерьер, салон просторный, как семейный автомобиль можно его использовать, как сюда Android магнитола тоже спокойно ставится, посадка у него удобная, бардачков куча. В общем, тачка обалденная. Что, Андрюха, скажешь про Ноха, Вокси? Нравятся тебе такие машины? Крутая. Чем она нравится? То, что она вместительная, да? Да. Ну, Вокси мне больше нравится. В принципе, Вокси, да. Ну, Вокси морда чуть-чуть получше, поинтереснее. Вот. А так, в принципе, все вот то же самое. Здесь у нас система ABS. Бывают очень часто вот эти провода. Ну, их рвут обычно либо когда делают ходовку, либо вот такие моменты. Ступицы бывают, стачиваются из-за плохих колодок. Больше тут проблем особо таких нету. По батарейке, за батарейкой надо, конечно, здесь, как и на любом Тойоте, надо за ней следить. И еще тут надо чистить постоянно клапан ЕГР. Вот такая же система, как на Приусе, в общем. Все то же самое. То же самое практически техническое обслуживание на Нохе, Вокси.
Клапана EGR очень часто засоряются. Вот сейчас у нас отмачивается, пускай. Скоро помоем его и будем ставить. Вот. В бачке жидкость надо иногда менять. Тоже вот такое вот обслуживание по этим автомобилям. Инвертора бывает выходят из строя. Но очень редко. Это я не знаю, что с ним надо сделать. Это надо залить в него 20 градусов антифриз и ездить минус 60 по трассе где-нибудь, чтобы он замерз. Тогда можно спалить этот инвертор, потому что жидкость, она просто замерзает, каналы там замерзают, и инвертор перестает охлаждаться. Вот. И выходит из строя. Часто такая проблема бывает. Свечки, доступ тут не очень хороший, но в принципе можно все это дело обслужить тоже. Есть проблемы, у него тоже забивается перепускной клапан, бывает. Ну и все, в принципе. Больше тут ломаться-то особо-то нечему. Машина, в принципе, простая. Ну, простая по отношению к другим гибридам каким-то там более навороченным. Скажем, там Nissan Sirena, там они уже более серьезные автомобили, конечно. Вот. Wildfire, допустим, тот же самый взять, он тоже уже посерьезнее тачка будет по обслуживанию. Ну, об этих автомобилях мы еще поговорим. Когда к нам заедет Wildfire, я об нем тоже много чего расскажу. Вот такая вот у нас рубрика. Ну, а про шаттл уже, наверное, многие знают, что это за машина. Как и все Хонды, у него одна головная боль. Это роботизированная коробка передач. Все, больше тут ничего нет. Машина тоже очень хорошая. В общем, продолжаем нашу рубрику про автомобили, немножко технички и всего остального. В общем, сегодня у нас еще на вот таком обзоре техническом приехал к нам Toyota Fielder. Этот автомобиль у нас будет обслуживаться, то есть мы будем ему менять сейчас масло, почистим контактные группы этого батарейки. В общем, немножко о автомобиле расскажу, что автомобиль построен на единой базе с Toyota Aqua. У него ровно такой же мотор. Гибридная установка у него похожая, тоже такая же практически. Вот. Также планетарная передача обычная, передний привод. Вот. Автомобиль оснащен двигателем 1NZ. FXE, по-моему, уже двигатель идет. Вот, он уже модернизированная версия немножко. Ну, что они там модернизировали, непонятно, конечно. Но в принципе, как бы мотор такой же, как и все NZ-ки. Единственное, что у него есть, ну там электронная дроссельная заслонка. Вот. Электронная помпа уже идет у него тоже. Также в этом автомобиле есть электронная помпа инвертора отдельно. То есть у него два блока отдельно, получается, два контура. Инвертор охлаждается отдельным насосом и отдельным контуром, а двигатель отдельным насосом, отдельным контуром. То есть здесь получается отдельный бачок под инвертор, под двигатель отдельные бачки находятся вот здесь, радиатор. В общем, все в принципе как-то так. Автомобиль, ну, превосходный он чем, что у него очень маленький расход топлива. Батареечка у него 20 элементов, как у Аквы, ровно такая же, находится под задним сиденьем. Вот. Вот у человека, видать, ребенок возит, детей тоже, видите, вот машина такая и рабочая, и семейная, очень удобная. И багажник у него лютый, то есть можно на рыбалочку поехать или куда-то там с собой что-то взять. То же самое дачникам автомобиль подойдет. Автомобиль прекрасный вообще в своем как бы исполнении. Ну, есть у него маленечко недочеты, я о них тоже расскажу. Вот. Есть свои плюсы, как у любого автомобиля, так и минусы. Из плюсов могу сказать, что у него есть рейлинги, это уже заводские, скорее всего. То есть это какая-то у нас, по-моему, комплектация более-менее нормальная такая, что ли. Хотя, в принципе, ну, мультируль у него тут есть так-то. Так, что еще у него здесь? Ну, по-моему, VXB, что ли. Точно непонятно, в общем. По комплектациям я скажу вам, что я не сильно разбираюсь. Вот.
Так, знаю, конечно, лютые комплектации это GS-ки в основном. Ну, у Филдера самая мощная комплектация вроде бы как VXB. Вот. Оптика очень классная у него, уже вот такая вот линзованная идет оптика. Ну и разберемся теперь плюсы и минусы этого автомобиля. Вот. Из плюсов имею, я опять же выделил, это у нас в принципе дизайн красивый, вместительность, универсальность автомобиля, также экономичность. Это одно из плюсов. В принципе он легок в обслуживании, он уже даже полегче в обслуживании, чем Prius в плане клапана EGR. EGR клапан у него вот здесь находится, что у Aqua, что везде, то есть его проще почистить, проще снять. Вот. Тут в принципе вот жабо убрал и все, оно у него попроще снимается даже, чем у Приуса. По своему моторному отсеку пространства тоже все удобно, обслуживать очень удобно. Надо до форсунок добраться, вот они. Надо там добраться до чего-то, до инвертора, вот он здесь получается. Ну в принципе все удобно абсолютно. Катушки у него спокойно выкручиваются, у него ничего не меняет, ну как бы у него не мешает жабо это сделать. Спокойно открутил, спокойно любой ключик туда долазит, в отличие от Приуса. Там надо загибаться и все такое. Что еще здесь есть из плюсов? Ну в принципе, наверное, все. Начнем к минусам. Придем к минусам. Минусы у автомобиля такие, что также у него система рециркуляции газов есть. Ее надо тоже чистить каждые 30 тысяч километров. Вот, я считаю это минусом. Моторчик у него 1NZ. Очень сильно, дико коксуется. Полторашечка мотор, в принципе. Мотора, в принципе, хватает, но он почему-то очень сильно. Но он еще и со старых поколений коксуется. Вот. В новых поколениях они немножко сделали модернизацию, кстати, по поршням, вроде бы, по кольцам. Там они сделали больше, шире каналы. Они уже чуть-чуть меньше коксуются, чем старые, но все равно как кокс есть. То есть есть такая у него предрасположенность. Вот. Обычная планетарная передача у него, в принципе, это большой плюс у этого автомобиля. Вот. Что еще? Какие минусы есть у него? Да, в принципе, минус один у него очень дикий есть. Я сейчас его расскажу. Это то, что батарейку они разместили у него в заднем ряде сидений. Вот здесь вот она находится. То есть все, что мы ногами сюда запускаем, вот сюда, вот так вот заносим, да, если здесь не убираться, песок, ездить по песку постоянно, то есть у него вот здесь вот есть, ну, место, где он засасывает, получается, воздух, то есть охлаждается. И он здесь, получается, все полностью, весь песок тянет туда, в батарейку. Это большой минус вообще. Надо, получается, постоянно чистить эту батарейку. Какой-то даже, может быть, фильтр поставить. Ну, в принципе, это решаемо все. Это все решается спокойно. Батареечку надо просто здесь обслуживать. Батареечка у него вот такая вот. Вот это у нас Aqua. Небольшая она. 20 элементов всего. Вот. Опять же, по стоимости подешевле будет батарейка. Ну и в принципе ее достаточно здесь. Ее хватает на этот автомобиль. 20 элементов спокойно. Ну, в общем, вот такой вот автомобиль. Toyota Fielder. Ну, кому нравится, кому не нравится. В общем, тут уже по дизайну надо смотреть. По дизайну мне очень сильно нравится его мордочка. Она очень симпатичная. Но, если честно, мне не нравится у него вот, задняя ряд, ну, то есть задняя часть. Что-то как-то они ее сделали не очень. То есть мне багажник задний у него очень сильно не нравится. Когда едешь где-нибудь и видишь Филдера сзади, ну, как-то некрасиво. Еще, когда у него есть какой-либо обвес, еще более-менее симпатично выглядит. А когда обвеса нету, нет, не очень. Вот, человек ездит на шипованной резине, в принципе. Видно, что поставил шиповку. Вот такой багажник замутил. Ну, очень даже круто на самом деле. Вот, пробег у него, ну, интерьер вот такой.
все удобно, здесь крутилочки надежные очень даже. Магнитола у него здесь стоит. Все по-простецкому. Здесь вот, кстати, очень классное у него сделано это. Ну, спасибо кому-нибудь сказать, или там аварийка. Вот. Здесь у нас комплектация уже, контроль полосы, по-моему, есть. Передний стоящего автомобиля. Вот что-то у него кнопки есть. Ну и в принципе все. Такое вот табло красивое. Пробег 75 тысяч всего километров. Вот такой автомобиль Toyota Fielder. Так, какие еще минусы у этого автомобиля могу рассказать? Это то, что здесь у него вот такой вот селектор находится, переключение передач. Вот, обычный, лесенка. У него есть один маленький нюанс, то есть она работает по тросовое соединение, то есть она за тросик тянет. И там на коробке передач, на планетарной, есть этот датчик ПРНД. Вот, опять же, заостряю внимание, кто смотрит меня, тот знает. Вот этот датчик ПРНД иногда выходит из строя. Очень редко, конечно, и трос бывает растягивается. Вот. В отличие от Приуса, там электронный рычаг, он сразу взаимодействует с коробкой. А здесь вот сделали вот таким решением. В общем, не очень хорошее решение. Также, опять же, металлогидридная батарейка ВВБ стоит здесь. Тоже ресурс у нее не такой уж и большой. Ну как небольшой, 200 тысяч километров у нее ресурс, в отличие от лития. Литий уже покруче будет, конечно. Вот. Ну и в принципе, в нашей якутской морозы и как бы в наших условиях, в принципе, металлогидрид получше будет, наверное, все-таки в чем-то. Он хотя бы обслуживаемый, его можно ремонтировать, он не такой дорогой по сравнению с литием. Вот. Ну, если брать целую большую литий-ионную батарейку, она будет дороже стоить по-любому, чем филдеровская батарейка 20 элементов. Ну или там по элементам менять попроще будет. Вот. А так, какие еще у нее минусы? В принципе, все остальное довольно-таки надежное. Масло меняется в планетарной передаче здесь 1040-50, можно 60 максимум ездить на ней. Вот. Но лучше не затягивать, лучше в 40 тысяч менять примерно. Нормально это как бы будет. Ну, опять же, зависит все от условий. У нас в Якутске морозы надо, наверное, все-таки почаще менять масло. Поэтому как бы 40 тысяч нормальный интервал. Двигатели каждые 5000 надо менять. Зимой, если машина работает по моточасам, калматит целыми днями под наташами, надо менять каждые 3000 километров. Жидкость тормозную раз в 2 года, в 3 менять. Ну лучше, ну как бы в 2-3 года, вот так нормально. Антифриз, тосол тоже раз в 2-3 года поменять надо, по идее. Вот такие вот интервалы по заменам. Больше здесь менять по жидкостям в принципе нечего. Все делается спокойно, элементарно. Ничего тут такого нету сложного. Менять жидкостя. Вот. Ну, кто не хочет этим заниматься, заезжайте в сервис. Опять же, двигатель надо, чтобы был чистенький всегда. Свежий фильтр всегда стоял. Ну, у этого мотора 1NZ болячек-то в принципе-то как таковых-то и нету. Они очень надежные. Ну, ресурс этого двигателя 300 тысяч километров примерно он ходит. Даже у некоторых по боля бывает ходит. Ну, в зависимости как будешь ухаживать за ним. Какое масло заливать, интервал не затягивать и все такое. Вот. А так, нормальный двигатель вполне себе. По электронике машина очень простая. Тут ломаться практически нечем. Ну, рвут часто эти датчики АБС, часто обрывают. Бывает такая беда у них. Ну, ходовики в основном, руки какие-нибудь кривые и все такое. А так, машина хорошая, Fielder. Ну все, в принципе, я все, что хотел рассказать. Егошние минусы, плюсы рассказал вроде бы. Берите Fielder, нормальная машина. Так, вот она. Это конкурент у нас Fielder'у, можно сказать. Это у нас Honda Shuttle. Вот такой вот у нас в ремонте аппарат.
Сейчас тоже расскажу его плюсы и минусы. Ну, минус у него тут один, это роботизированная коробка передач. Тоже, опять же, то, что, ну, как бы она является как и плюсом, как и минусом. Опять же, все то же самое, что я до этого рассказывал про Хонды. Вот, надо здесь обслуживать сцепление вовремя, и, в принципе, подшипник будет хорошо ходить. По своему оснащению автомобиль намного будет круче, чем Fielder. Вот просто вот небо и земля по дизайну, я скажу. Опять же, тут большой плюс литий-ионная батарейка. Мотор тут, наверное, будет понадежнее, чем у 1NZ. Да и как-то он порезвей, что ли. Все-таки своя система вот это у него типа ВТЭКа есть. Ну, VCI муфта. Вот. Клапана обычные у него. Здесь единственное, что, опять же, минус и плюс этих моторов, отличие лэп мотора от этого, от 1NZ, это то, что здесь есть гидрокомпенсаторы, здесь их нет. Здесь надо регулировать клапана, а там не надо регулировать клапана. Вот такой вот, как бы, прикол. По багажнику у шаттла намного будет покруче. Внутрянка тоже у него будет посерьезней. И цена тоже на этот автомобиль намного будет дешевле, чем Fielder. Филдера 1 800 000 стоят примерно, начинаются. Вот. А эти машинки стоят 1 300 000. То есть Honda по оснащению своему намного покруче, по электронике, по программному обеспечению она получше будет. Ну вот один минус это то, что робот надо обслуживать, и все, в принципе. Опять же, я не считаю это минусом, потому что я его умею обслуживать. И у кого немножко денежка есть, обслуживать его, то в принципе тому не напряжно. По роботу, конечно, вот у него косяков много по этой, именно по самому узлу. В узле роботизированной коробки меняются сальники. Здесь у нас несколько сальников есть. Есть малышок, вот этот маленький сальник. Есть вот этот сальник первичного вала. Постоянно он тоже моросит. И 2 сальника привода тоже бывает часто моросить начинают. Вот они, кстати. Первый и там с той стороны второй. Ну, по двигателю бывает сальник выдавливает этот коренной. И там еще подшипник у него есть. Подшипник тоже иногда выходит из строя. И как бы его надо иногда смазывать. Вот он, этот подшипник. Вот он. Ну и все, в принципе, по ходовой части машина очень крепкая. Как и Fielder, в принципе, очень крепкий. То же самое все у него. Обычная подвеска Макферсон. Здесь тоже очень крепкие шаровые. Вот такая балка у него. Шаровые сайлентблоки. Ну, то есть здесь все по-простому. Линки. Вот такой вот автомобиль шаттл. Я считаю, что взять лучше, Toyota или шаттл. Ну, не знаю даже, если честно. По мне, Honda, так она поинтереснее будет, подинамичнее, что ли. По динамике она точно будет покруче, чем Fielderок. По экономичности Fielder, наверное, скорее всего, будет поэкономичнее, наверное, все-таки. Вот. По обслуживанию шаттл будет чуть-чуть подороже, чем Fielder. Тут надо только батарейку обслуживать, а здесь, в принципе, бывает, что надо намотаться на робота. Вот и все. То бишь, на старте этот автомобиль купить дешевле, по обслуживанию он подороже. Там наоборот, на старте он получается подороже, но обслуживать его подешевле. Вот как-то вот так вот, ребята. Ставьте лайк за такой обзор. Toyota Fielder VS Honda Shuttle. А так по внешке вот он покруче будет, да. Здесь у него фары посимпатичнее. Там тоже, кстати, попка тоже мне нравится этого шаттла намного больше. Она намного симпатичнее. И обвесы уже идут вот такие вот в обычной комплектации. То есть по навороченности он, по оснащению шаттл получше будет Toyota. Вот Андрюха Филдера у нас уже закозлил. Сейчас мы его сольем в старое маслице.
Потом будет снимать батареечку с этого филдерка. Как-то так. Батарейку покажем. Андрюха говорит, Toyota бы лучше бы взял бы, чем Honda. Говорит, я лучше на батарейку деньги накоплю, да? Не знаю, по мне Honda интереснее. Ну, кому как, конечно. Просто ничего страшного в них нету, в этих Хондах. Там, как об них как бы говорят, что вот, в принципе, ой, там проблемы с коробкой, тыры-пыры. Ну, обслуживать надо все вовремя и все. Ну, заливаем маслице новое, свежее, филдера. Молли Грин. Прямку. Будет на нашем масле кататься. Скоро у нас придет новое масло 5В30, уже линейка. Тоже будет бочка у нас 5В30. Очень даже хорошо. Потом еще другого еще возьму. Более премиального масла. Версия Pro, Молли Грин будет. Pro версия. Добираемся до батарейки филдера. Вот тут так все. Как будто никто не лазил, да? Denza farà denza, la bocca della coca. Grande l'agua, Andre Paula, Villa vita loca. Gusto rico, Dante, Perreto, presto power. Karma denza, poragawa, koni chihuahua. Ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta, ra-ta-та-та. Ну все, Андрюха обслужил батарейку. Контакты почистил, пока я ездил в магазин. Он тут все закончил. Вот. Кулер, говорит, грязный был. Контакты, говорит, не особо. Ну, черные были, но офисов не было особо больших. Нормально, в принципе. Ну как, для профилактики сделать надо было все равно. Прочистить от пыли ее надо было. Здесь что у нас? Немножко пропылесосить надо, братан. Перед установкой, когда песок есть. Все будет нормально. Там и будем ставить потихо. Denza, I am like my ama. Grande por el casa, hands up con il chihuahua. Gusto rico, Dante, Revero, presto power. Denza farà denza, sorry, paradox, I lawa. Denza, batte, dentas, denza, batte, extras. Denza, 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 tanto secas. Denza, batte, dentas, denza, batte, extras. Denza, 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 tanto secas. Denza, 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 para denza. Denza, 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 para denza. Denza, 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 para denza. Denza, 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 para denza. Так, сделали мы шаттла. Вот стоит на обучении. У нас пробег шаттла у нас 173 471 километр. Вот такой вот аппарат красивый. Сейчас будем его обучать. Ну, поедем сейчас уже в динамике, откалибруем. Так его откалибровали. Все, обучился? Обучился, да. Сейчас в динамике поедем, калибранем его и все.
темперу даже подать. На Эйсе, да? Спортивный режим стоит. Ну, на вторую вообще без пинка переключился. Тут была камера. Включите как-то. Так. Да не, она это снимает. Она просто в такой режим ушла. Вообще четко переключает. На пятый уже. Перестал, да? Да, все. Перегранулось уже. Быстро вообще. Не, вообще классно идет. Вот таких машин мало, которые так едут после работы. Обычно немножко пинки есть у некоторых, где подшипником уже, да, хреново уже. Просто смазанный, что я. Но он просто сам по себе в хорошем состоянии. Еще и перемазали сейчас, да. Мы его просто оставим сейчас его в том состоянии, в каком он есть. Как консервация получилась. На 80 тысяч должен он хватить этой смазки. Мне кажется, по полям, бля. Если еще не угодно. Давай. Все, батареечка у нас заряжается, все хорошо. Так. Включаемся. Ну все, сейчас прокатишься, посмотришь, как она едет. Может, есть какие-то изменения уже, посмотришь, как она до этого ехала. Как бы, может быть, что-то... Ну, в принципе, Не на этом. На этом же езжу на эске. прокатимся сейчас, но... Так, пусть вот тут полежит. Ну, не на эске, а вот как есть в рейде, видишь, стоит она, Ну, на как ЕВ. езжу. Да, как ездишь в нормальном режиме. Давай по объездному и обратно на Хотынку вернемся. Ну, а так вот такой красавец, конечно. Шаттл. Обслужили ему выжимной. Так, что ты предлагаешь? Туда поехать? Да, туда и круг просто дадим. Туда поедем? Да, вот так вот чик и вернемся. О, тихо, тихо, наручники. Тоже наручник всегда ставь. Нужная штука. Ну, блядь, да? Есть разница? Да. Есть, блядь, педаль почувствительнее же стала. Фига, она Я 80. сразу топнул, блядь. Ну, Есть, ага, такое. Так, она маленько все-таки тупила, значит, блядь. Это, видишь, на работе не ездил. мгм. Как бы щас То есть не с чем чувствую. сравнивать. Да, вот сейчас чувствую, что было, что есть такое. Все так говорят. Многие просто не знают, как Honda должна, по идее, ехать. Так-то тачка по состоянию-то обалденная, да? Здесь Ну. вот внутри так вот все аккуратненько все. Масс вообще. А это ты так уже купил, да, у них? Да, по модернисти стало, пиздец. Это чувствую, блядь. Пойдем штраф после. Я вот Сахатин, блядь. Не поехал, да? А как я поехал? Ну-ну, Блин, на работе. работа. Ну, я до обеда поработал. Мгм. Свое сделал. Что. Они когда улетают завтра? Да вот что-то даже, кстати, это, я что-то и не, блядь, в интернете такого не прописано. У меня мужичок был на Валфайре, короче, по-моему, он говорил,
Вроде делегацию встречать должен был. Походу их. А, может быть, ага. По-любому там по комфорту. Ну. Да, так-то, ага. Поехала машина по-другому. Пустую, блядь. Ну, слава богу. Ну, чё, блядь, в натуре едет, как на автомате, блядь. Так-то подумала. Она даже с Японии бывает так не едет. Ну, то есть люди, когда покупают машину, да, думают без пробежка, да, по факту там 50 тысяч километров, а она не обслужена. Японцы не обслуживают, они этой херней не занимаются. А, им, конечно, ничего. У нас она приходит всегда в бачках 5P8 залита, вот эта вот жидкость ихняя старая уже порошок весь желтый уже, по сути, его менять надо. Всё, обратно так же вернемся. Но. А когда мы обслуживаем эту машину, и вот люди сразу понимают, что приход ловит она, Honda. Так, там часик завтра настроим, блядь. Тоже по ютубу настраивал. Да в ютубе сейчас все есть, а? Ну, так, блядь. Я привык, что у меня часы нужны. Вот, у меня даже машину бывало покупал, блядь. Может, часов нету, я покупал часы, блядь. Ну, Привык следить за временем. Смотреть надо. Еще шатлица. Ну, и много их в городе Да, стало. я вот, когда на чем ездишь, Да, уже начинаешь обращать нет. внимание. До этого, ну, тебе не надо было. Сейчас смотришь, я понимаю, где фит, где не фит, блядь, я уже издалека вижу. блядь. А я как их Где начал... просто шаттл, блядь. Как их начал обслуживать все гибриды, я к ним сразу присматриваться стал тоже. Ко всем. Ну, нормально, блядь. Не дай бог, пусть масло будет, блядь, ничего. Не моросило нигде. Не должно. Все нормально уже. Ну, может, я еще думал, когда вот первый раз, когда вот даванула его, да, этот сальник, думал, может, это то, что она, блядь, у меня в 30 стояла, но она стояла, я ее через 3 часа заводил, но сигналки не было. Я сам будильник ставил, 3 раза ночью я вставал. Перед сном в 12 я ее заведу, она поработает у меня 20 минут, полчаса, нормально наберет температуру, без Наташи, без ничего. Я ее бах, почему с Наташей, да, с Наташей. Закрою ее, уйду, будильник на 3 ночи поставлю, в 3 пока встану, там 15 минут, 4 я опять выйду, заведу, она, блядь, поработает, потом уже всем заводит. Может, она его даванула, ну как она его тоже так, блядь? Не должна была. Да, Просто ничего. сальник сидел, его ничего не давануло. Сальник сидел на своем месте, его просто криво немножко поставили. Чуть-чуть видно, что одна сторона догналась, другая нет. И все, в принципе. Вот поэтому и бежал. Так, пойду пока не буду ставить, так поезжу, покатаюсь, блядь. Да, покатайся, потом приедешь, у меня можешь поставить, если что, потом. Поставим. Вот, штраф пиши ему. Ну. Моего Карифана недавно селфи смотрю. Ну, вся, блядь. Какой неприкрытый артистизм. Че у тебя тачку-то? Пятигранник, он перевернули, ебаный. А он у тебя на крыше был? На, Ты на крышу перевернулся? на, во, моя, блядь. Ебать, срать, мазать, никуда деваться. Да и похуй. А ты домой ехал-то в Курган? На, С Екатеринбурга? на, как уебали нахуй. Тапочки слетели? Так ты что, 2 тапочки слетели там? Да. Там одна. Так 2 тапочки слетели. Ебать. Куда деваться? О, видал, капот открыт. Ебаная тетя. Поехали. Не расстраиваешься? Ты не расстраиваешься? А мне нахуя расстраиваешься? Denza farà denza, la bocca della coca. Grande l'aua, Andre Paula, villa vita loca. Gusto ricordante, perreto presto paua. Karma denza, pora gawa, cogni chihuahua. Ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta. Dance para dance. Ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta. Dance para dance. Dance, dance para dance. Dance, dance para dance. Dance, dance.
casa, hands up, konnichiwa. Gusto rico, dante, revero